Здравствуйте, дорогие ребята! Я рада вас приветствовать на уроке русского языка. Тема нашего урока сегодня – праздник защитника Отечества. Сегодня на уроке вы найдете и извлечете информацию в словарях самостоятельно. На основе прочитанного сделайте короткие записи. Будете писать раздельно предлоги со словами. В начале урока я предлагаю вам сыграть в игру, которая называется «Единое целое». Перед вами, ребята, пазлы. Сложите их и скажите, что или кто изображен на данном рисунке. Посмотрите, это, ребята, танкист. Следующий слайд. И здесь вы видите очередной пазл. Посмотрите, кто это? Это моряк. И следующий пазл. Это пограничник. Скажите, ребята, а что их всех объединяет? Танкист, моряк, пограничник. Они все являются защитниками Отечества. А сейчас я предлагаю вам прочитать стихотворение. Мой брат уехал на границу. Он пограничник, он солдат. Туман ли, вьюга ли клубится, в ночной дозор идет мой брат. Идет он в темноту ночную и автомат с собой берет. Он бережет страну родную, семью родную бережет. Он слышит самый тихий шорох, он замечает каждый след. В глухих лесах, в степных просторах нигде врагам дороги нет. Вот такое замечательное стихотворение, ребята. А сейчас небольшая словарная работа. Посмотрите внимательно на эти выражения и слова. Найдите в толковых словарях или других справочниках в интернете, что эти слова и выражения обозначают. Проверьте себя, ребята. Вьюга клубится – это значит вьюга кружится. В глухих лесах, в непроходимых лесах. Идти в дозор, обходить со смотром. Шорох – негромкий шуршащий звук. Справились с этим заданием, ребят? Я думаю, да. Молодцы. А сейчас, ребята, время вопросов. А вот и первый из них. Почему брат уехал на границу? Вспомните содержание стихотворения. Он уехал служить в армии. Он солдат. Какой долг он выполнял? Это долг защищать Родину. Что он делает на границе? Вспомните. Бережет страну и семью. Как его теперь называют? Его называют пограничником. Молодцы, ребята! Я думаю, вы все правильно ответили на эти вопросы. А сейчас мы снова вернемся к содержанию стихотворения, ребята. Вам нужно ответить на вопрос, какие действия выполняет брат. Запишите предложение, вставляя нужные слова действия, глаголы из стихотворения. Прочтите внимательно, вспомните содержание стихотворения и запишите предложение в тетради. Проверьте себя. Мой брат идет в дозор. Он идет в темноту. Он берет автомат. Он бережет страну.
Он бережет семью, он слышит шорох, он замечает след. Справились? Я думаю, да. Замечательно. А сейчас, ребята, вам нужно подумать и вспомнить правила о предлогах. С этим правилом мы с вами познакомились на занятиях в предыдущих четвертях. Вспомните. Проверьте себя. Предлоги с другими словами пишутся раздельно. Между предлогом и другим словом можно вставить слово. Например, уехал на границу, уехал на южную границу. Вспомнили? Молодцы! Тогда выполните задание. Вам нужно дописать пары. То есть между предлогом и словом вам нужно вставить еще одно слово. А для этого вспомните содержание стихотворения. Проверьте себя. В дозор, в ночной дозор, в темноту. Проверьте себя. В темноту, в ночную темноту, в лесах, в глухих лесах, в просторах, в степных просторах. Молодцы, ребята! Я уверена, что многие из вас правильно выполнили это задание. 7 мая, ребята, это День защитника Отечества. Это праздник, через который мы выражаем наше уважение к защитникам Родины. Вы еще пока маленькие, но время летит быстро. Через несколько лет вы, наши мальчики, станете взрослыми и также пойдете защищать нашу Родину, служить в армии. А сейчас я предлагаю вам собрать слова. Перед вами, ребята, 4 слова, но буквы в них перепутались. Подумайте и запишите правильно слова. Конечно же, эти слова имеют отношение к армии. Проверьте себя. Это слова солдат, генерал, капитан и армия. Справились? Я думаю, у многих это получилось. Молодцы! Сегодня на уроке вы находили и извлекали информацию в словарях самостоятельно. На основе прочитанного делали короткие записи. Писали раздельно предлоги со словами. На этом наш урок подошел к концу. До свидания!